Когда в пригородном районе вспыхнул конфликт, Руслан Шаухалов находился за пределами страны. А вот его мама, жена и трое детей на тот момент оказались в гуще тех событий. Супруга сообразила, что надо как можно быстрее покинуть опасную зону. И вместе с родственниками пошла в отцовский дом, оттуда уже перебрались в Ингушетию. Они пошли как бы дядющего Волчу, двоюродному брату, на следующую улицу. А там уже стоял автобус, ЛАЗ или какой-то. Автобус стоял и всех сажал, женщин, детей увезти в Назрань. Вот они их посадили там и увезли в Назрань всех. А вот дальним родственникам Руслана повезло намного меньше. Трое мужчин были убиты, еще одного сильно избили и сбросили в реку. Все это нашему герою рассказали после того, как он смог вернуться на родину. Моей жены брат младший, самый младший, еще 18 не было. Он погиб здесь, в этих событиях. Двоюродные братья у меня 2 погибли. Их в заложники вели. Когда они дошли до правления колхоза здесь выше, один окликнул его Магомед. Когда он повернулся, он его прям в лоб застрелили. Его, и потом рядом еще был его двоюродный брат, его застрелили. А родного брата, в общем, тот очнулся уже в Сунже. Жизнь вдали от дома была в тягость Руслану Шаухалову. С 92 по 2002 год наш герой вместе с семьей скитался по съемным квартирам Малгобека. После купил жилье в городе Воинской Славы, но и там усидеть не смог. Слишком сильно было желание вернуться к родному очагу. Хоть и было страшно, продав 3-комнатную квартиру, Руслан перебрался в Куртат и начал заново строиться. У меня была машина 6, я ее загнать во двор не мог, в такой большой двор, столько было мусора. У меня тогда один вагончик стоял вот там, и после чего я переехал в один вагончик. После чего потом Сицкий и Мурат, они мне еще 2 вагончика дали, я сделал пристройку, начал строиться, бизнес свой открыл. За счет этого я сегодня имею свой двор, все. Руслан Шаухалов не понимает, как можно отказаться от отцовского очага и жить вдали от дома, где ты родился и вырос. Поднять двор своих предков, каждого это обязанность, я считаю. И у меня стимул был конкретно здесь жить, основываться опять-таки и поднимать свой двор и обустраиваться. Хотя и были вопросы такие, зачем, мол, ты так вот здесь вкладываешься. Но я даже считал глупыми эти вопросы, которые мне задавали. Потому что я здесь приехал основательно жить на свое место. Но если честно сказать, я не представляю жизнь за пределами своего населенного пункта. Пусть он для кого-то будет некрасив, но для меня это единственное место, где я могу спокойно жить и спокойно развиваться. У меня и стимул в жизни появился, когда я вот сюда переехал, у меня и желание жить появилось. На сегодня в Куртате свыше 700 домовладений. Проживают около 200 ингушских семей, 100 с лишним осетинских. Посмотрев на эту улицу, сразу взгляд останавливается на домах, которые все еще пустеют. Эти владения наших земляков, которые еще не решились вернуться. Здесь всего около 400 пустующих дворов. Я бы себе не позволил, чтобы мой отцовский дом стоял заросший и превратился в мусорную урну. Приходится чистить. Обращались, приезжайте, хотя бы почистите, отметьте, что у этого домовладения есть хозяин. Ну как так может человек 30 лет не приехать и хотя бы, вот посмотрите даже улицу. Вид улицы даже портит вот эти дома. Если вы посмотрите вот по улице, можно сдалека определить, проживает в этом доме человек или нет. Потому что не то, что дворы ихние, и перед домами вот это все заросшее. Состояние домов, которые сейчас здесь пустуют, разное. В одних можно просто провести небольшой ремонт, другие построить с нуля. Хозяева, говорит глава села, и сами не возвращаются, и продавать отказываются тем, кто с удовольствием их будет обживать. Тем более никто этому не препятствует. Почему так поступают, непонятно. Муслим Ганиев, Мухаммед Дарсигов, Новости 24.